В Ингушетию прибыл заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России Сергей Меликов. В рамках рабочей поездки Меликов посетил базу ОМОН Управления Росгвардии по Ингушетии. Гость осмотрел медицинскую часть, кабинеты для офицеров, новую столовую. Мадина Пугоева расскажет подробнее. Новое здание теперь обживают бойцы ОМОНа, СОБРа и авиационного отряда специального назначения. Стартовавшая в начале этого года масштабная реформа спецподразделений Росгвардии позволила объединить все эти структуры воедино, а также улучшить условия для отдыха и несения службы сотрудников. Какие условия созданы, лично проверил заместитель главнокомандующего войсками Национальной гвардии России. Где-то около 80 заданий у нас. С кем в основном? В основном это у нас охрана общественной безопасности, охрана общественного порядка, по их выезжаем. Розыск, ЦП. ЦП тоже привлекаетесь, да? Да. Отдел экономической безопасности. Далее Сергей Меликов оценил новую столовую. К услугам поваров готовы мясной цех, холодный, овощной, кладовая сухих смесей и другие помещения для персонала. Поесть здесь могут одновременно до 100 человек. Оборудование уже установили, осталось завести продукты и начать готовить. 3 повара. Всего в штате 3 повара? Так точно. Ну а вы как штат-то продавали? Заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России также осмотрел медицинскую часть, кабинеты для офицеров, места, где располагаются группы оперативного реагирования, а также их новые казармы. Сергей Меликов ознакомился и с условиями физической подготовки бойцов спецподразделения. Помимо просторных спортзалов, здесь также имеется и футбольное поле. На данном этапе оно готовится к летнему сезону, и футбол станет частью физической подготовки для сотрудников спецподразделений ОМОНа и СОБРа Управления Росгвардии по Республике Ингушетия. Это станет не только дополнительной физической подготовкой, но и частью досуга. Здесь же на свежем воздухе бойцы Росгвардии смогут проходить и высотную подготовку. Чуть дальше от тренировочного полигона расположилась и автозаправочная станция, поэтому в случае необходимости они смогут оперативно выехать на задание. Весь служебный транспорт, кстати, находится в просторных гаражах. Это пассажирские и легковые автомобили, а также бронетехника. Все эти подразделения входят в состав управления Росгвардии по Республике Ингушетия. Находятся они в одном месте, потому что выполняют схожие задачи и во многих пунктах взаимодействуют друг с другом в повседневной служебной деятельности. Регулярно проводятся совместные занятия, и нахождение их вместе позволяет рационально распределять силы и средства для выполнения ежедневных служебно-боевых задач. Находясь под одной крышей, бойцы ОМОНа, СОБРа и авиационного отряда смогут повысить свою мобильность и эффективность. А уже скоро сотрудники Ингурского управления Росгвардии смогут в полной мере оценить условия, созданные для них в новом просторном и комфортном здании. Мадина Пугоева, Хваш Гойгов, Новости 24.